Легендарному ансамблю «Асьякэ» в следующем году 80 лет. Подготовка к грандиозному юбилею – это и есть предстоящий сезон, в котором зритель увидит немало премьер. Новая вокально-хореографическая постановка «Праздничная Ижма» расскажет о традиционном луде. Большой мюзикл «Тайна золотого ключика» украсит новогодние каникулы. Одноактный балет, авторская версия знаменитой истории «Кармена» Дмитрия Бушуева удивит смешением стилей. Современная хореография с элементами классики, модерна и даже уличных танцев. Несколько концертных программ, обновленные и уже полюбившиеся. Свои проекты готовит и оркестр, в том числе с солистами Юрием Барковым, Викторией Пыстиной, Верой Булушевой. Уже в начале октября гастрольное турне с программой «Феерия Севера». Впервые Тюмень, затем Йошкар-Ола, Рязань. Концерт в Доме музыки в Москве и русские сезоны в Германии в апреле. Год назад Россию в этом проекте представлял тоже наш коллектив «Зарниёль». Я думаю, что еще представитель Германии прилетит и посмотрит какой-то полноценный концерт. Он видел такие небольшие наши фрагменты работы госансамбля. И, соответственно, вы понимаете, что русских коллективов с русской, чисто русской программой у нас в нашей стране предостаточно. И пожелание организаторов этого проекта, конечно, чтобы мы показали колорит Севера, чтобы мы показали колорит республики. Соответственно, русского мы практически ничего не повезем. Планы на сезон у ансамбля «Зарниёль» тоже масштабные. Участие в международном конкурсе, совместный с московскими артистами цикл «Музыка в портретах», гастроли и программы к юбилею Великого Пушкина. А теперь главная новость. Сергей Гусев все свои силы бросит на выполнение работы художественного руководителя. Ее с каждым годом становится больше. В этом концертном сезоне ансамбль представит в обновленном составе. На место меня приехал выпускник Петрозаводской консерватории Андрей Плаксюк. Андрей Плаксюк. Андрей Плаксюк. Кстати сказать, мы учились у одного профессора. А вот и сам Андрей Плаксюк. Говорят, репетировать готов чуть ли не круглосуточно. Обновление и омоложение – главный лейтмотив жизни филармонии последние 2 года. Для желающих работать в коллективах теперь недостаточно мест. Приходится даже отказывать. В этом году пришло 4 человека новых в состав хора. Очень много пришло в балет ребят новых. В оркестр ансамбля пришла новая артистка оркестра дамбистская. То есть это радует, что коллектив он омолаживается. Это замечательно. И в таком направлении будем продолжать работу и дальше. И еще один большой долгожданный подарок ожидает и артистов, и их поклонников – преображение концертного зала. С середины июня здесь белят, красят, ремонтируют, модернизируют, заменят освещение, кресла и сценическую одежду. Ткань на занавес заказали в Италии, шьют в Петербурге. Зал будет в синих тонах. Выполнены все требования пожарных. В зрительном зале, согласно правилам пожарной безопасности, расширят запасные выходы и расстояние между рядами кресел. Их, к слову, станет меньше. Появится пространство перед сценой. Теперь это будет всегда свободное место для оркестра. Раньше для размещения оркестра каждый раз демонтировали первые ряды кресел. Теперь удобно будет всем. Ремонт при поддержке руководства республики и компании-спонсора обошелся в 11,5 миллионов рублей. Уже 13 октября зал будет блистать чистотой и свежестью, а на сцене выступит хор Валаамского монастыря. Первый участник фестиваля «Танцуй и пой. Великая Россия». Ольга Коняева, Артем Соколов, телеканал «Юрган».